День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Девочка, пострадавшая от нападения стаи собак в Нерюнгринском районе, скончалась в больнице. Наши корреспонденты в Чульмане узнавали подробности страшной трагедии. Разбил окно, залез в избу и убил охотника. В Якутии участились и случаи нападения медведей на людей. Расскажем, в чем причина и как избежать встречи с косолапым хищником. Навигация для маломерных судов завершилась в Якутии. На линию вышли суда на воздушных подушках. Узнаем график их работы и, самое главное, стоимость. В аэропорту Якутска торжественно встретили героя России Радимира Максимова. Военнослужащий приехал в отпуск. Лаконичность и многофункциональность. Большинство ремонтных работ на площади Ленина завершены. Обновленное городское пространство готово к встрече гостей. Страшная трагедия потрясла республику. Девочка, пострадавшая от нападения стаи собак в Нерюнгринском районе, скончалась в больнице. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Наша съемочная группа на месте событий узнавала подробности случившегося. Страшная трагедия, которая произошла в поселке Чульман, потрясла жителей не только Нерюнгринского района, но и всю страну. Стая бродячих собак напала и буквально растерзала беззащитную девочку средь бела дня, недалеко от жилых домов по улице Строителей. 17, где-то 25, поступил звонок, на телефон мне от моей тещи. В трубку она сказала, что на Вику напали собаки. То есть Вика — это моя младшая дочь, Виктория. Где, она не знала. Параллельно еще один был звонок. Это значит учительница из школы, где обучается Вика, позвонила и сказала мне примерно, где это происходит. Они тоже не знали, искали, где это происходит. Там в районе, там два магазина небольших, Каспий и Мечта так называемая. Я на своей машине поехал в этот район. В общем, я обнаружил, там улица Строительная такая, дом 12. В общем, возле этого дома парнишка с палкой отогнал собак, и там лежала моя дочь. Пострадавшую доставили и госпитализировали в травматологическое отделение Нерюнгринской центральной районной больницы с множественными рваными ранами. Операция длилась более 4 часов при участии нескольких хирургов и травматологов. Происшествие вызвало справедливый гнев у жителей поселка, собравшихся на следующий день рано утром на митинг в поселковой администрации. Все эти разговоры, эта песня хороша, начиная сначала. Да. Ни одной. Это как было, это все будет, да, это будет. Да, тихо, я вам сейчас хочу сказать, товарищи или там граждане, давайте чтобы Илтумен на законодательном уровне, менять надо законодательство по отношению к собакам. В советское время запросто ездили люди и отстреливали этих собак. Врачами было сделано все возможное для спасения 12-летней школьницы, но, к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась, сообщила пресс-служба Минздрава региона 9 октября. Жители поселка организовали стихийный мемориал. На место трагедии несут свечи, цветы и игрушки. Проблема бродячих собак для Чульмана не нова. По данным Роспотребнадзора, за последние 9 месяцев этого года количество обращений об укусах собаками в поселке Чульман возросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дети гуляли, получается, вот в центре поселка Чульман, рядом с больницей. Покусала собака 2 детей за ноги, за руки.
Ну ничего, в администрацию пришли, нам что сказали. Пиши заявление, дали бумажку и отправили домой. Мы не знаем, что делать. У меня муж здоровый мужчина, Просто метр с лишним ростом, там почти 2 метра, вот такой вот. Он пакетами отбивался, здоровый мужик, он не мог их отбить. У меня ребенок боится выйти просто с подъезда, вынести мусор. Он не выходит, он: мама, я не пойду. Они у меня не ходят гулять, не боятся, потому что страшно, что они... Я живу вот здесь, а вот сразу возле администрации, которую ночь подряд я просыпаюсь ночью, потому что свора собак вот здесь прям под окнами устраивает грызню. Собаки на самом деле здесь я уже сам боюсь, на меня 2 раза нападало. Я хожу с перцовым баллончиком, взрослый человек. А дети, они вообще беззащитные, поэтому ситуация очень тяжелая. Я сам вижу, по 16 особей бегает стаями. Ну, надо принимать какие-то меры кардинальные. После страшной трагедии жители Чульмана отказываются отпускать детей в школу, опасаясь за их жизнь. В поселке прошло собрание с участием начальника управления образования района. Родители требовали отправить детей на дистанционное обучение. У меня внучка учится в 9-й школе, в 7-й, ходит в Дом творчества. Вот вчера получилось, что где-то в этот момент мой муж, дед ее, был там. Там, он говорит, собаки все холеные. На территории? Рядом с Домом творчества. Он подъехал. 8 штук. Они вот, говорит, переходят дорогу, и выходит внучка. Они разворачиваются. Вот это хорошо повезло моей внучке. И в этот же день не повезло ребенку, который, наверное, тоже шел со школы. Вы понимаете, у нас весь Чульман дети. Все дети сосредоточены в том районе. В одном месте. Вы понимаете, это трагедия. А собака, попробовавши мясо крови, она не остановится, это бешеная собака. Тем временем в Чульмане отловлено и помещено в пункт передержки порядка 40 собак. В поселке работают 2 бригады по отлову животных, задействованы волонтеры. Плановая работа по отлову животных ведется также в поселках Хани, Беркакит, Золотинка и селе Иенгра. Тем временем сестра погибшей 12-летней ученицы 6 класса Анастасия просит неравнодушных жителей Якутии подписать петицию, чтобы на законодательном уровне разрешить отстрел бродячих животных. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Нападения беспризорных собак на детей и взрослых происходят в разных уголках страны. Многие эксперты уверены, что система ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, прописанная в законе Бурматова, не работает. А факт стерилизации не спасает от агрессии. Люди требуют изменить закон. Нападения бродячих собак на людей только в начале октября фиксировались помимо Якутии в Бурятии, Челябинской, Иркутской и Саратовской областях. По мнению народного депутата Элтумена Александра Кошукова, действующий федеральный закон хорошо защищает собак от людей, но совершенно не способен защитить людей от животных. Он уверен, что получается своего рода замкнутый круг. Страдают люди на улицах, получают физические и психологические травмы дети. Местных чиновников наказывают за бездействие, хотя в рамках существующего закона они мало что могут сделать. В Якутии участились и случаи нападения хищников на людей. Если в Алданском районе трагедии удалось избежать, то в Усьмайском районе не обошлось без жертв. О причинах нашествия бурых медведей расскажет Вероника Таюрская. Усть-Майский район. Республику потрясла новость о нападении медведя на 56-летнего охотника. Ночью 6 октября косолапый забрел в избушку через окно, где и напал на человека. Охотник, в свою очередь, не успел достать ружье из сейфа. Шансов на спасение не оставалось. А на прошлой неделе медведь забрел на территорию частного дома в Тамоте. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадала одна из собак, которую косолапый утащил в лес. Медведь оттуда пришел, и вот в этом месте он с ним боролся. Вышел медведь к собаке, на нее накинулся и начал ее там, душить или как ее, старался ее поймать. Цепь длинная, не мог ее сразу. Где-то они боролись, где-то с полчаса, не меньше. Вышла дочь с сыном. Ну и вот, хотели защитить, подошли близко. А тут, говорит, это, оказывается, медведь. Они думали, что большая собака-то пришла. Ну и вот, кинулись убегать от этого. Вечером 1 октября с помощью мессенджеров местное население было предупреждено о том, что медведь забрел на территорию города.
Утром следующего дня все силы были брошены на ликвидацию хищника. В 7 часов вечера мы с Гараевым, хозяином, вместе караулили медведя и в 6 утра ликвидировали. Засаду на медведя устроили в местах возможного появления. Хозяин дома совместно со специалистом лесничества караулили косолапого во дворе, где и произошло происшествие. Утром кадровыми охотниками была обследована местность. Было установлено, что медведь долгое время находится здесь. Были установлены 2 лёжки его. То есть не первый раз он заходит. И если он уже напал на собаку, то в любом случае большая вероятность того, что он может напасть и на человека. По данным анкетно-опросного учета, проводимого Минэкологии региона, в 2024 году в Якутии насчитывается около 20 тысяч медведей. Как отмечают специалисты, численность популяции остается на прежнем уровне. Но участились случаи захода хищников в населенные пункты и вахтовые поселки. Медведи сначала появляются, например, на свалках, да, уже привыкают к человеку, теряют страх перед ним и уже появляются в черте населенного пункта. Основные пожары тоже влияют на появление медведей, сразу проходят мимо населенных пунктов. По информации Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, медведя, от лап которого погиб охотник в Усьмайском районе, ликвидировали утром 8 октября. Вероника Таюрская, Ренат Нахиев, Григорий Охлопков, Томот, Якутск. Хищников привлекают в том числе и несанкционированные свалки. Одну из таких обнаружили на территории парка Урдал. Во время рейда, проведенного активистами Народного фронта, выяснилось, что склон сопки Любви практически полностью завален мусором. При этом, несмотря на наличие мусорных контейнеров. Общественники отметили, что территория принадлежит собственникам Урдал-парка. В связи с этим силами активистов Народного фронта и студентов Якутского индустриального педагогического колледжа был организован субботник. Несмотря на прошедшие осадки, мероприятие прошло успешно. Инспекция Росприроднадзора сообщила, что в отношении собственников проведут протокол о нарушении, им также грозит штраф. Есть и штрафные санкции, есть ущерб. Мы вот буквально с 3 года вот сейчас по нескольким делам судимся с некоторыми предпринимателями по поводу того, что они даже на своей территории намусорили и не убирают. Штрафные санкции их не пугают. Самое главное, что действенно, это ущерб. Ущерб может быть многомиллионный, поэтому, на наш взгляд, все-таки для предпринимателей это будет более существенно, именно как меры воздействия. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Якутск встретил Героя России. Радимир Максимов прилетел на родину. Заключив контракт с Министерством обороны, в феврале этого года он отличился в ходе боев в районе Новомихайловки, Марьинского направления. Как встречали Героя России, расскажем в следующем сюжете. Встречать Радимира Максимова начали прямо у трапа самолета. Первым же делом, вступив на родную землю, Герой России принялся обнимать своих родных. Встречать сына героя – это вообще волнительно. Мы ждали этого момента очень долго. Конечно, ночами не спала, волновалась. И вот встреча состоялась, конечно, очень волнительно. И я очень горда сыном. Особенно прибытие в отпуск Радимира Максимова ждал его сын. Кроме родных и близких Героя России встречали земляки и община Таатинского района, представители правительства Якутии и общественных организаций. Чествование в столице нашей республики, в Якутске, в родном Улусе, а также в родном населенном пункте. Ну, конечно, мы гордимся нашими героями, которые стали на защиту нашей Родины.
О присуждении звания Героя России Радимир Максимов узнал весной этого года. Получению высшей награды страны предшествовал бой, в ходе которого молодому человеку удалось в течение 2 дней лично уничтожить 27 противников, а также удержать опорный пункт, занятый противником. Я сам подвигом не считаю, потому что там все так воюют. Мой отряд до сих пор выполняет сейчас задачи сложные. Тоже продвижение быстро идет у нас. Именно вот в Южнодонецком направлении. Радимир Максимов приехал в отпуск на 20 дней. Первым же делом участник спецоперации отправится на Малую Родину, в Татинский район, где уже начали подготовку к встрече героя. Акционная программа на самом деле есть. У нас полностью расписана, и нас ждут его в родном селе. Кстати, в эти дни будет 100-летний юбилей, в котором обучался наш герой, который Киевская 100 лет отмечает. Варвара Николаевна, мама Радимира, признается, что особого секрета по воспитанию Героя России нет. Она отметила, что мальчики равняются на своих отцов, братьев и дедов. С детского сада же воспитывается ребенок. Да, ну, сперва, конечно, немаловажную, самую большую роль играет семья, конечно, да, братья, двоюродные, троюродные у нас очень много. И, конечно же, отец, дед, все они были примером для Радимира. Радимир Максимов заключил контракт на военную службу в феврале 2024 года. До отправки в зону спецоперации боец успел поработать в разных сферах. Отец жил здесь, вот, в Якутске жил, тоже учился там. Музыкальное у меня образование, но не закончил. Надо заканчивать уже. Радимир Максимов является одним из 9 якутян, удостоенных звезды Героя России. Боец будет находиться в отпуске 20 дней, после чего вернется в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Вероника Таирская, Владимир Павлов, Якутск. В Санкт-Петербурге на воду спущена большая дизель-электрическая подводная лодка «Якутск» Тихоокеанского флота России. В церемонии спуска приняла участие крестная мать корабля, руководитель Якутского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марина Бахилина. Событие имеет особое значение для республики. Это высокая честь и признание вклада якутян в укрепление силы и обороноспособности Родины. Подводные лодки относятся к 3-му поколению больших дизель-электрических подводок и являются одними из самых малошумных в мире. Имеют длину в 74 метра, рабочая глубина погружения до 300, дальность хода до 7500 миль. Вместе с Курском собрана очередная партия гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области. Это примерно 4 тонны различного груза. Подробнее о помощи расскажет Тимур Колмогоров. Лекарственные средства, продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, личной гигиены, постельное белье, бытовая техника. Все это постепенно загружается волонтерами в грузовик. Последующие 15 дней груз будет идти наземным путем к месту сбора. Все наши республики мы собрали, все организации помогли в этом собрать постельные принадлежности, медикаменты, продукты питания. Неравнодушные жители тоже приходили, приносили, с разных улусов отправляли. На территории Курской области для сбора созданы специальные волонтерские и распределительные центры, где разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь пострадавшим в пункты временного размещения. До этого у нас было направлено около 10 рейсов, более 2 тонн. По авиа отправляли. Сегодня мы отправляем на машине наземным путем. Тут уже около 4 тонн. Куряне сами отправили перечень, который им необходим. Мы с Курской области постоянно на связи. Каждый день связываемся. По перечню необходимых вещей тоже с ними все уточняем. В сборе гумпомощи принимают участие министерства и ведомства, организации и неравнодушные граждане республики, а также районы и диаспоры. Помощь оказывают ежедневно. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Тимур Колмогоров, Григорий Хлопков, Якутск.
В Якутии начинаются исследования, посвященные комплексному психологическому сопровождению детей и семей участников СВО. Они ведутся с целью выработки актуальных и современных методических рекомендаций для специалистов дошкольных образовательных организаций. Результаты исследований будут переработаны для родителей дошкольников в Республиканском психологическом центре, куда они редко обращаются по теме детско-родительских отношений, психологическому здоровью и проблемам, связанных со специальной военной операцией. Вся работа ведется психологами бесплатно. Научно-практическое изыскание открывает целый цикл исследований, актуальных для нашего региона, запросов по охране психологического здоровья населения республики. Привлечение интеллектуальных сил страны проводится в рамках соглашения правительства Якутии с Федеральным научным центром психологических междисциплинарных исследований, подписанным на Восточном экономическом форуме 2024. Профессиональная психологическая поддержка, психосоциальная помощь участникам спецоперации и их родственникам продолжается в полном объеме. За прошедшую неделю по республике и по выездному госпитальному направлению отработано более 340 новых повторных обращений. Волонтерский штаб села Орлах Мирнинского района вот уже на протяжении многих месяцев помогает защитникам Родины. А начала это благородное дело Дарья Габышева. Об основателе инициативы расскажут наши коллеги. Когда появляется много свободного времени, хочется сделать еще что-то полезное, доброе, нужное. Идея помогать бойцам специальной военной операции зрела у Дарьи давно. По словам молодой женщины, все ждали, когда кто-то объявит, мол, давайте что-то делать. И в итоге решили начать плести маскировочные сети. Свое волонтерское движение назвали «Спаси и сохрани». Наши хозяюшки Мария Ивановна Мерушева, Даша Петрова, они отшивают такие вот одеяла. Угу. Вот. И такие же антитепловизорные плащи мы отшиваем. Администрация села выделила волонтерам небольшую квартиру. Ежедневно сюда приходят отзывчивые жители. По мере сил помогают волонтерам, приходят, плетут сети, приобретают на свои деньги ткани для них. На данный момент на зоне СВО находится более 30 наших ребят. Среди них есть и мобилизованные, и наши контрактники. И для них, конечно, для маленького села это, конечно, очень много. И чтобы как-то чтобы они, эти бойцы, ощутили нашу какую-то помощь. Невзирая на хлопоты, здоровье приходит в штаб и старшее поколение. Именно они первыми откликнулись на просьбу помощи и по сей день работают с утра до вечера в волонтерском штабе. От бойцов идет обратная связь. Недавно отправляли видео. Конечно, очень приятно, что наши сети все помогают им. И надеемся, конечно, что все когда-то закончится. Не жалея себя, просто берут заявки, отшивают, отливают. И очень им благодарна, что мы все собрались и все-таки работаем до победы. Несмотря на то, что волонтеры поздно подключились к движению, они стараются работать быстро, чтобы наверстать упущенное. Здесь каждый понимает, что для защитников, находящихся в зоне специальной военной операции, нужна любая поддержка. Анна Васильева, Мирный. Перейдем к другим темам. В Якутии 7 октября закрылась навигация по рекам республики для маломерных судов. Следить за исполнением приказа будут сотрудники ГИМС. В рейд вместе со специалистами отправился и мой коллега Александр Хавренко. С сегодняшнего дня инспекторы центра ГИМС выходят на ежедневные рейды на реках республики. Несмотря на то, что навигация для маломерных судов официально закрыта, некоторые судовладельцы на свой страх и риск все-таки выходят на реку. Последние годы судовладельцы и судоводители стали более законопослушны, соблюдают установленные требования. Однако любители охоты, любители рыбалки, они, как правило, в силу своего азарта все равно нарушают и выезжают в закрытые сроки навигации на маломерном судне, что влечет с собой своего рода опасность для жизни и здоровья человека. В первый день рейда на реке был задержан судовладелец, который, несмотря на плохую погоду и завершение навигации, вышел на реку, но сотрудники центра ГИМС не дремлют. А как так получилось, что сегодня вас задержали сотрудники ГИМС? Я думал, что проскочу. Это раз. Была необходимость выехать сегодня, поэтому
Не знал, что погода так испортится, еще снег пошел. Ну, так получилось. А вы знали, что с сегодняшнего дня закрыта уже навигация? Ну, я точно не знал дату. В общем-то, слышал, что закрывается навигация. Прошлый год она позже закрывалась, поэтому как бы... Ну, так скажу, на авось думал, что пройдет это все. Вот так вот. Ежедневно в акватории Якутска дежурит до 5 патрульных катеров центра ГИМС. Кроме того, время от времени реку контролируют при помощи беспилотников. Так что шансов проскочить у нарушителей немного. А в случае задержания им придется раскошелиться на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Ежегодно в период межсезонья одним из способов сообщения между Якутском и Заречьем являются суда на воздушных подушках. Их универсальность и способность работать в различных условиях делают их одними из ключевых элементов транспортной инфраструктуры. Станция судов на воздушной подушке совсем скоро будет расположена уже в 204-м микрорайоне, ну а пока они курсируют с прежнего места речпорта. Стоимость проезда составляет 1000 рублей, повышение связано с ухудшением погодных условий и дополнительными расходами на топливо. Народу мало, в принципе, ну не так, как летом. Летом все равно больше было как бы холода. Ну, уже дети, основная масса уже все переехали. Как бы остались только постоянные пассажиры, кто по работе туда-обратно. На Хиусах самое как бы сложнее работать, чем на катере. На катере холодно, то что вот этот сейчас шуга пойдет, морозы будут. Потом на подушке пересядем, там будут пересекать льдины всякие, ледоход будет. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В северной столице прошел Петербургский международный газовый форум, одно из главных отраслевых событий России и мира. Форум охватывает все аспекты газовой промышленности, от разведки и добычи до переработки и экологической безопасности. Среди участников представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители российских и международных компаний, ведущие эксперты отрасли. Всего форум собрал 20 тысяч участников из 45 стран и более 600 компаний. Организаторы заявили более 90 мероприятий, это и пленарные сессии, и круглые столы. Выступили более 750 спикеров. Якутия традиционно участвует на газовом форуме. Сегодня регион занимает первое место по темпам соцгазификации и пятое место в России по добыче нефти и газа. Якутия еще сможет... Ключевое из них – это как раз развитие программы газификации совместно с ПАО «Газпром» вдоль Силы-Сибири. Мы здесь будем очень активно обсуждать и вовлечение в программу новых населенных пунктов. Это вот Ленский и Алюпинский район. Мы говорим о таком проекте, как Накынский поток, который сегодня реализует компания «Сахатранснефтегаз» вместе с компанией «Алроса». Мы, конечно, обсуждаем вопрос здесь реализации программы газификации, например, по Алданскому району, где у нас идет и газификация населения, и вопросы развития газификации котельных и, что немаловажно, промышленных объектов, потому что здесь вопрос увеличения объемов добычи золота и эффект для республики уже последующий в виде налогов. И в продолжении темы в селе Хатылы состоялось торжественное мероприятие завершения газификации села в рамках федеральной программы газоснабжения и газификации регионов до 2025 года. В мероприятии принял участие председатель правительства республики Кирилл Бычков. Напомню, ровно год назад впервые зажгли факел и началась работа по газоснабжению жилых домов в поселке. На сегодня уже 125 семей Наслега улучшили качество жизни. Также сегодня в 7 селах к природному газу подключили 2897 абонентов. Глава нашей республики ставит нам очень амбициозные задачи. Идем с опережением графика, за что благодарим нашу компанию «Сахатранснефтегаз», которая успешно реализует проекты, действительно даже быстрее, чем планируемые сроки. Поэтому Илдархан ценит эту такую командную работу и отмечает то, что мы действительно... Наша республика занимает одну из лидирующих позиций в стране по газификации.
В Якутске на стадии завершения строительства находится самая большая школа республики. Учебное заведение, возводимое в микрорайоне ДСК, рассчитано на 990 учеников и включает 33 просторных класса. О том, как будет выглядеть школа и когда ее планируют открыть, смотрите в следующем сюжете. Новая школа по улице Ивана Кульбертинова станет настоящим образовательным центром для учеников. В просторном трехэтажном здании помимо учебных помещений в школе предусмотрены просторная столовая, медицинский блок, 2 спортивных зала и зал для занятий художественной гимнастикой. Есть определенные уникальные моменты, потому что она сделана в антисейсмическом варианте, то есть при землетрясениях она должна выдержать все нагрузки, да? Каждое крыло имеет свой колер, там осенний, зимний, весенний, летний. Да? Детское крыло выделено отдельно, начальные классы, и там предусмотрено все для них, и гардеробные, и, соответственно, все комплексы туалетов, педагогов и так далее. Да? На данный момент в здании завершается этап отделочных работ. Классы полностью готовы к установке мебели и оборудования. А в актовом зале идут финальные работы по монтажу акустических панелей. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории, где в том числе будет оборудована удобная парковка. Осталось немного асфальтировать, тротуарные плиты немного остались и озеленение. МАФы полностью установлены. МАФ – это качели детские игровые, для старших классов инвентари спортивные. После сдачи объекта в эксплуатацию, которая запланирована на этот год, начнется формирование педагогического коллектива и набор учащихся. Родители будущих первоклассников смогут подать заявление на зачисление уже с 1 апреля следующего года через портал госуслуг. Комплектование со 2 по 11 классов начнется в июне. Комплектование, соответственно, до 1 сентября педагогическими работниками должно завершиться. По проекту данное образовательное учреждение на 990 мест. И, соответственно, до полного комплектования будут формироваться классы. Будет закрепление территории данной образовательной учреждения. На данный момент эта территория соответствует закрепленной территории 6-й школы, но оно будет пересмотрено, и до 1 апреля будет определено, какая территория будет закрепляться за данной школой. Новая школа строится в рамках национального проекта образования. Она готова уже более чем на 80%. В целях безопасности вход в здание будет осуществляться через рамки металлодетектора и турникеты. Также помимо основных образовательных программ в школе будет реализоваться широкий спектр направлений дополнительного образования. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. В Мирнинском районе завершился капитальный ремонт одного из участков автодороги Вилюй. Дорожники привели в порядок более 17 километров федеральной трассы у поселка Алмазный. Теперь здесь асфальтобетоновое покрытие и 2 полосы движения. Смонтировано более 1 километра искусственного освещения, но новый участок после ремонта – это первый этап большой работы. Впереди отсыпка и выравнивание всей дороги до Мирного, которая в ближайшие годы свяжет асфальтом поселок Алмазный с центром Мирнинского района. И в Мирнинском районе мы продолжаем данный вид работы. И в следующем году мы отторговали и контракт заключили также с Мирнинским управлением автомобильных дорог акционерной компании «Алроса». Это 1180-1190 километров. И вот будем дальше заниматься приведением нормативного состояния участков дороги, потому что участок этот очень напряженный, грузонапряженный, скажу, интенсивность высокая, особенно грузовых автомобилей. Дальше вот эту работу мы плавно продолжаем. Дорожные службы столицы тем временем продолжают работу по уборке улиц, площадей и скверов в круглосуточном режиме. Ежедневно на линию выходят порядка 50 рабочих и столько же единиц специальной техники. Трудовой день специалистов начинается рано утром, а заканчивается, когда на улице становится темно. Особое внимание в снежную погоду уделяют уборке и вывозу снега с прибордюрной части, пешеходных переходов, карманов, заездов и автобусных остановок. Грейдирование обочин, откачка воды также производится в полном объеме. У нас откачка производится, очистка лотков от грязи. Мы, получается, лотки поднимаем, вычищаем, закрываем. Как я знаю, мы уже все в этом городе подготовились уже к весне, то есть вычистили все лотки, чтобы не было, знаете, чтобы лотки полные, знаете, вода уходит, как на Дзержинского было. Вот.
все вычищается. Лаконичность и многофункциональность. Большинство ремонтных работ на площади Ленина завершены. Обновленное городское пространство готово к встрече гостей. Как изменилась главная площадь республики и когда ждать открытия, знает наша съемочная группа. Свое начало площадь Ленина в ее почти привычном понимании берет в далеком 1957 году. Появилась она на месте снесенного гостиного двора и называлась Преображенской. К столетию вождя пролетариата в 70-х она приобрела свое нынешнее имя. Затем прошла несколько этапов реконструкции и видоизменений, только после этого ушла на глобальный ремонт. А это уже наши дни. Монтаж и укладка плитки, установка малых архитектурных форм и уборка. Главная площадь столицы готова встречать первых гостей после масштабной реконструкции, которая стартовала в прошлом году. За это время сердце столицы республики, как его называют архитекторы, успело измениться до неузнаваемости. Работы проведено очень большое количество, больше 10 тысяч квадратных метров бетона залито, больше 1000 кубометров только на ландшафтный дизайн, вот у нас залито бетона. Также различные материалы использованы, именно искусственно созданные, натуральные камни. И вот все в совокупности мы получаем уже такую красивую картину. Обновилось на площади практически все. 12 колонн с РГ, каждая по 13 метров. Светомузыкальный сухой фонтан, иллюминация, места для отдыха и даже зарядки для мобильных телефонов. Все, что делает городское пространство современным и комфортным. И все это соревнуется за внимание с самым главным элементом площади. С вот этой ландшафтной конструкцией, которая, кстати, имитирует те самые холмы, которые находятся вокруг Якутска. Пространство получилось не просто красивым, но еще и функциональным. Сейчас здесь уже лежит первый снег, но по весне, летом здесь все будет усеяно газоном. Здесь можно будет не просто проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь солнцем, но и наблюдать за фонтанами и различными представлениями, как будто в амфитеатре. Под наклонным сооружением спрятано инженерное оборудование для фонтана и подсветки. Сама конструкция облицована натуральными камнями и эрклезом, материалом, имитирующим вечную мерзлоту. Он уже, кстати, подсвечен, да, по-моему? Ну, завершается работа. Немножко вот можно увидеть, что эрклез с внутренней стороны с подсветкой. Ночью, конечно, это будет ярко, будет очень видно. В первую очередь, первый год эксплуатации мы просто перекроем наклонный ландшафт, хотя бы для того, чтобы сохранить рулонный газон в том виде, в котором он есть. Вот как раз пользуясь моментом, я надеюсь, все жители нас услышат. Дело в том, что для того, чтобы рулонный газон мог позволить на нем лежать, сидеть, общаться, ему необходимо, конечно же, окрепнуть, и для этого необходимо время. Сам новый фонтан сделали с подсветкой и музыкальным сопровождением. Одна из композиций принадлежит преподавателю Высшей школы музыки Николаю Михееву. Саму тему я вообще написал в детстве, когда мне было 11. Потом, обучаясь в Санкт-Петербурге, уже лет 21, я уже написал для такого симфонического состава. И произведение потом ныне сейчас очень часто исполняется в филармонии Якутии, в различных городах России, даже за рубежом. Сама по себе площадь Ленина одна из самых больших в России, сравнимая по размеру с Сенатской площадью в Санкт-Петербурге. Именно поэтому было важно подчеркнуть это пространство современными технологиями, якутской мифологией и астрономической концепцией. Открытие всегда предваряет начало эксплуатации, начало жизни объектов. И вот какой будет жизнь, зависит от нас вместе, всех, от жителей Якутска, республики. Здесь, конечно, будут проводиться самые крупные мероприятия, самые важные события республики, поэтому здесь точно будет все так, как запланировано и так, как хотелось бы видеть. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, обновленная площадь Ленина стала самым заметным дополнением и к новому облику города, а в ближайшем будущем станет настоящим местом притяжения для гостей и жителей Якутии. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
Галина Данчикова стала лауреатом Государственной премии Якутии имени Сидора Барахова. Награду вручили за значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, достижения в области экономической, финансовой и инвестиционной политики. О награде, государственной работе и служению депутата родной Якутии в сюжете Айсены Бурнашовой. Под аплодисменты земляков и коллег. В торжественной обстановке в стенах родного поспредства в Москве. На сегодняшний день первый и пока единственный председатель правительства Якутии женщина. Галине Данчиковой присвоили звание лауреата Госпремии Якутии имени Исидора Барахова. Присвоить звание лауреата Данчиковой Галине Иннокентьевне. Спасибо, конечно, за поздравления. Приятно и волнительно, что эта награда имени Исидора Барахова, видного государственного общественного деятеля, который очень много сделал для нашей республики, для становления, именно финансы, экономика. Премия имени Барахова – престижная награда. Вручается за вклад в социально-экономическое развитие республики. За плечами Галины Иннокентьевны более 40 лет работы на самых ответственных постах в правительстве Якутии. Сегодня она депутат Государственной Думы России. Вот уже 2 созыва, 8 лет она отстаивает интересы республики в федеральном парламенте. 13-й этаж. 13-й этаж, кабинет 1336. Время, конечно, сейчас еще есть до пленарного заседания, поэтому можем пообщаться. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Спасибо. Все запоминаем. Кабинет 1336. Кандидат экономических наук, автор и соавтор более 120 законопроектов, принятых только в прошлом 7-м созыве. Субсидирование авиаперелетов, льготы коренных малочисленных народов, строительство крупных объектов в Якутии. В портфолио депутата также закон о северном завозе. 20-летняя мечта всех якутян. Над проектом Галина Иннокентьевна работала 1,5 года. И в апреле 2024-го закон вступил в силу. Уже 2 срока вместе работаем в Государственной Думе, и Галина Иннокентьевна – это крупный специалист по бюджету, по бюджетному процессу, по бюджетному праву. Галине Иннокентьевне удается и время в сутках увеличить. В 7:15 утра в кабинете уже кипит работа. Когда в Москве наступает утро, практически в Якутске это уже обед. А вы сами выбрали такое расписание? Да, конечно. Потому что мне это очень удобно. 6-часовая разница, она очень сильно влияет и очень большая потеря времени. А еще работа комитета по бюджету и налогам. Как раз в эти дни идет рассмотрение и принятие федерального бюджета на 2025-2027 годы. Пленарные заседания Госдумы и правительственные часы теперь нового формата. На счету каждая минута. У меня практически, наверное, было около 5 докладов. Вот этот доклад был по алкоголю. Вот этот доклад был по племенному животноводству. Вот этот доклад у меня был связанный с упразднением режима зон территориального развития. Вот этот все в один день? Да. Галина Иннокентьевна прошла путь от инспектора по бюджету Оленёкского финотдела Якутской АССР до депутата Государственной Думы. В фокусе ее внимания были и остаются вопросы развития Якутии. Присуждение высокой награды премии имени Барахова – это прежде всего признание неоценимого вклада Галины Иннокентьевны в процветание родной республики. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В Ленске с 2010 года проводится спартакиада по адаптивной физкультуре и спорту. В прошедшие выходные прошли очередные соревнования. Гостями праздника спорта стали серебряный призер Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Балынец, тренер по настольному теннису Макар Дьяконов и бронзовый призер Паралимпийских игр по стрельбе из лука Степанида Артахинова. За прошедший год мы добились немалых результатов. Мы стали участниками чемпионата республики по настольному теннису, победителями чемпионата республики по стрельбе из пневматической винтовки. Также мы защищали честь республики Саха-Якутия на Дальневосточном федеральном округе. Также спортсменам пожелаю никогда не сдаваться и идти только вперед. Спасибо.
Перед началом соревнований гости из Якутска провели мастер-классы для ленских спортсменов. Также была проведена викторина на олимпийскую тематику. В субботу прошли соревнования для детей, а в воскресенье для взрослых. Более сотни любителей спорта состязались в стрельбе из пневматической винтовки и лука, играли в шахматы, шашки и теннис, попробовали свои силы в тяжелой атлетике. По итогам соревнований все участники были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Но в бассейне Челбон прошли соревнования по плаванию, посвященные памяти прославленного тренера Юрия Усова. Выявление победителей и призеров прошло в 6 дисциплинах. Старт собрал спортсменов из Якутска, Нерюнгри, Мирного, Жатая и Алдана. Подробнее в следующем сюжете. Плавание в республике пока не такой массовый вид спорта, как, например, вольная борьба или легкая атлетика. Далеко не во всех городах и селах есть бассейны, в которых могли бы тренироваться пловцы. Но, тем не менее, на соревнования приехало более сотни спортсменов. В самих соревнованиях масса дисциплин, что тоже позволяло детям выполнить разряды. Вот, именно с этим расчетом мы и ехали. Девочка, которая нацелена была, выполнила второй спортивный, вот, первый. Сейчас комплекс 100 метров, еще 2 девочки у меня тоже на комплексе. И тоже за вторым спортивным. И мальчик, комплекс тоже уже к первому спортивному. Подтягивается тоже первые попытки. Еще 3 года назад Денис Скрипников не умел плавать и в бассейн погружался только в нарукавниках. Сегодня же он уже ставит рекорды города и нацелен на получение спортивного разряда. Жило к этому очень сильно. 2 тренировки в день, иногда в 6 утра. Минимум 2 километра за тренировку. Много техники отрабатывали. На объем тоже очень много плавали. Так получилось. Вообще цель первый спортивный разряд, но до него как-то пока не очень сильно получилось добраться. У Софьи Васильевой из Мирного на эти соревнования очень большие и амбициозные планы. На это соревнование я готовилась усердно, около недели, потому что я хотела, чтобы получить разряд и чтобы меня все хвалили. Я хотела получить второй взрослый, и я надеюсь, что я получу в эти 3 дня соревнований 3-й взрослый. Я буду очень счастлива, если я правда получу 3-й взрослый. И 1-й взрослый, 2-й взрослый. В первый день соревнований несколько спортсменов уже выполнили нормативы на разряды и поставили рекорды своих городов. Впереди еще 2 дня, за которые в якутском спортивном плавании наверняка появятся новые звезды. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Джилус Иннокентьев, Якутск. В столице республики продолжается реализация проекта «Сохраним зрение детям». Так, в этом году стартовали профилактические мероприятия с городской классической гимназии номер 8. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Раз зажмурили, 2 открыли, широко-широко. Каждый день школьники поглощают большой объем информации. Сохранить остроту зрения помогут специальные легкие упражнения. Гимнастика занимает всего 3 минуты. Упражнения подходят всем возрастам. Интенсивно поморгайте, активно, около 10 секунд. Именно при этом работают все сразу 10 мышц, которые поворачивают глаз, работают с веками. Улучшается кровоснабжение. Посмотрите прямо перед собой, посмотрите на кончик своего носа. Это обязательное упражнение, потому что это ослабляет аккомодацию, а именно из-за этого начинаются проблемы в школьное время, в школьном периоде появления близорукости. Активисты и педагоги городской гимназии освоили простые и эффективные упражнения, которые можно выполнять как во время урока, так и во время перемены. Полученные знания в последующем будут передавать остальным школьникам. У меня как раз-таки есть проблема со зрением, и вот данная тренировка, она прям мотивировала меня заниматься, поскольку я хочу вернуть свое зрение, и я, наверное, так и буду проводить разминки каждый день по 5-3 минутки, чтобы все смогли вернуть свое зрение, наше поколение было более здоровым. Напомним, в прошлом году состоялось массовое обследование учащихся столичных школ, в рамках которого было выявлено сниженное зрение почти у 80%. Как говорят, береги честь с молоду, в данном случае береги зрение с молоду, этот тезис очень актуален. Поэтому мы считаем, что если такая тренировка, которая занимает всего 3 минуты в рамках урока или перемены будет проходить,
на постоянной основе, то в последующем наши детки будут сохранять свое зрение и будут получать информацию от окружающего мира неискаженно. Здоровье глаз – это залог качества жизни. Приучайте детей к правильным зрительным привычкам, делать перерывы, выполнять гимнастику для глаз и чередовать занятия. Подобную акцию продолжат проводить и в других столичных школах. Даяна Федорова, Джоустайн Накендиев, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.